Это настораживает многих обозревателей в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Душанбе согласился выполнить обязательства в рамках ОДКБ и поможет Казахстану. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Ущерб, нанесенный бизнесу в Казахстане за время беспорядков, превысил 202 миллиона долларов. Задержаны больше 4000 человек, в том числе иностранные граждане. Это данные от МВД Казахстана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о готовности республики выполнить обязательства в рамках ОДКБ для устранения угрозы в Казахстане, сообщает пресс-служба главы государства. Об этом Рахмон заявил во время телефонного разговора, который он провел с председательствующим в Совете коллективной безопасности ОДКБ премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В Алмате идет антитеррористическая операция. В центре города периодически слышна стрельба, сообщает спутник Казахстан. Но в целом в городах обстановка стабилизировалась. Эмомали Рахмон заявил о готовности Таджикистана участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами, сообщила пресс-служба. Также уже стало известно, что таджикские войска уже находятся в Казахстане. А как вы относитесь к такой помощи? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Кроме того, состоялся телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по инициативе казахстанской стороны. Уточняется, что глава Казахстана рассказал Рахмону о ситуации в стране и мерах, предпринимаемых руководством по ее нормализации. Президент Таджикистана поддержал усилия казахстанского руководства и выразил надежду, что путем диалога удастся восстановить стабильность и правопорядок. Рахмон также заявил о готовности таджикских военных участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами. Напомним, что в первых числах января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе на Алматы. Уже 5 января митинги переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождающиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате пострадали тысячи человек, есть десятки погибших. Токаев ввел на 2 недели режим ЧП на территории всего Казахстана и обратился за помощью к ОДКБ. Первые подразделения миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана уже приступили к выполнению своих задач. А как вы думаете, если у Таджикистана начнутся какие-то проблемы, ОДКБ встанет на защиту? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы относитесь ко всей этой ситуации и роли в ней Таджикистана. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!